Kardeşlerim, millətdaşlarım, bizning bugun dikkanda bizni jidimanda bu motorstal sine Ahtamjan Abdurahmanov. Onun yılını ötkərəbiz. Onu sağındık, mında keldik. Bilasizmi, men Ahtamjan Abdurahmanovni biləm indi 20 yıl iyul 1-ci bizning xalq turida qaygarib, он создал татарское общество академической науки. Он вокруг себя объединил множество просто величайших ученых. Нашему татарскому народу, просто повезло. В прошлом столетии она подарила нашему народу просто плеяду величайших ученых. Плеяду, я не скажу 1-2, а множество наших ученых, которые создали энергетическую безопасность России, которые защищали нашу Родину, которые создавали изучали моря и океаны. И в их числе ведущую роль сыграл также уважаемый Ахтамзян, который был великим ученым. Он доктор исторических наук, он профессор МГИМО. Под его руководством было просто плеяда ученых, которых он обеспечил, он как раз обеспечил, люди получили также высокое образование. Благодаря ему была в Москве открыт памятник нашему поэту Муше Джалилю. Наше общество выступало во всех мероприятиях, татарских мероприятиях и конференциях, принимало самое активное участие. Наше общество, то есть Татарское общество академической науки, было создано в 1997 году, 30 июня. Когда в 2007 году была просто в прессе антиисламская кампания, именно он впервые он выступил в защиту ислама. У него был ряд статей, так называемая исламская цивилизация. Также была у нас организована встреча с муфтиятом. Так и многие такие самые организационные задачи, которые ставил Ахтамзян перед не сотрудниками, а именно сподвижниками, они выполнялись. После смерти Ахтамзяна, ухода в иной мир, его дело не было потеряно. И была эта организация реорганизована в Татарский центр содействия развития академической науки, в который вошли видные ученые, татары. И кроме татар вошли в это сообщество и люди других национальностей. Вот вкратце я рассказал, какую деятельность вел, вкратце, опять-таки,
Ахтамзян, и то, что его начатая работа, она не заглохла, она, опять-таки, тот байрак, это флаг, который он нес высоко, мы его подхватили, я так думаю, мы дальше также будем работать на благо нашего народа, на благо нашей страны, так как он частенько говорил о очень ученом богослове Газиаддине Фахреддине, который всегда приводил пример, что он в 1939 году впервые из всех ученых, который был озабочен именно то, что наш язык может быть потерян, если мы не предпримем каких-то шагов. Вот он все силы приложил для того, чтобы сохранить нам свой язык, нашу культуру, наши традиции и нашу тысячелетнюю историю. Абдулхак Абдрахманович Ахтамзян татарларның büyük uludur. Bizning xalqimiz rus tilini de bile, İngilizce de bile, hamma tillerini bile. Şunun için Rusça eğitiminde поскольку он являлся великим сыном татарского народа, не только вот те заслуги, которые перечислил предыдущий выступающий, вот, это был человек с большой буквы. В том, что я вот, говорят, что я почетный президент, но, к сожалению, я там почти не касаюсь, к великому сожалению. Работа не позволяет это делать. Вот то, что я был председателем национальной культурной автономии татар 15 лет, это Абдулхак Абдрахманович. Я не забуду, как мы впервые в чужом здании собрались под руководством полпреда тогда Татарстана Мухаммедшин Фарид Баракшевич был такой полпред у нас в Москве, представитель татар при руководстве российского государства. Я скажу, что он первый вот сказал: быть вам председателем. И как началась борьба, да, и с тех пор Абдулхак Абдрахманович постоянно, до конца своей жизни, это был истинно татарский человек, татарин по нутру своему, преданный, любящий татарский народ. И я скажу, что он оставил глубокий след. Вы сейчас вот, это тут маленькая доля татар собралась, представителей татарского народа. А там, если собрать всех татар, все хором будут говорить об этом великом сыне татарского народа. Не только как профессоре ГИМО, не только как докторы исторических наук, как ученым, который вложил в эту науку много сил, положил и здоровья. Поэтому мне хочется еще раз подчеркнуть, что он был именно общественник-татарин, который делал все для того, чтобы вот татарская община была единой, дружной, вместе все делали. И надо сказать, что он в этом имел успех. Я всегда чувствовал его поддержку в автономии, когда был председателем. Это был истинный, добрый, правильный человек. Вечная память ему. Мы никогда его не забудем. Аминь. Аминь. Я должен признаться, что, хотя я знал Абдулхака Абдрахмановича
наверное, уже лет 25, может и больше. Ну, как-то я его недооценил. Вот. Ну, может, потому что я был завален всякой работой. Кроме того, мы все физико-математические люди, у нас какое-то есть такое пренебрежение всем остальным. Вот сейчас я это понимаю. И до конца я понял, кто он такой, когда я прочитал его воспоминания. Я понимал, что он профессор, ему, ну сейчас у нас профессоров много, но какой это был человек, вот он. Я это когда прочитал, даже до середины не дошел, я понял и знал, что он болен. Мне хотелось к нему прийти и высказать ему свое уважение. Но, к сожалению, он уже в это время был практически не в мире, да, не в этом мире. И когда я о нем вспоминаю, мне с одной стороны становится грустно, сколько выдающихся людей, татар, русских, вот в этом горниле 20 века, сколько поднялось, но еще больше были задавлены. Еще больше были задавлены вот этой нашей всей историей, всеми социальными потрясениями, которые на нашу страну обрушивались революциями. И не дай Бог, чтобы еще что-то такое повторилось. Поэтому я говорю, лучше терпеть, чем вот чего-то такое кого-то свергать. И вот он как раз один из тех, что несмотря на всю его тяжелейшую жизнь, вот он написал, как он в Москве появился, как у него отец их оставил, в общем, вот он мать их воспитывала. И фамилия-то у него должна быть Ахтамжан. Может быть, тогда бы я как-то ближе к нему и относился. Ахтамзян, мне показалось, это армянский сначала. Ну, я понял, что Ахтамжан, конечно, но Ахтамжан был как Абдрахманович, да. Ну вот и грустно, и в то же время вот я в себе развиваю оптимизм. Потому что ну, нельзя быть все время грустным, хотя вот наша нынешняя ситуация в стране, она не располагает к особому веселью. Но все-таки вот я себе интенсифицирую, что ли, вот этот оптимизм. Потому что не может пропасть эта генетика. Вот я очень рад здесь его внуки, вы здесь находитесь. Вы носители этих генов. Вы интеллигентные люди, вы занимаетесь нужным делом. И вот я думаю, убежден, что вот может быть вы, а может быть ваши внуки, в них такое совпадение произойдет, и они снова поднимутся до таких высот, до которых, ну, как Абдрахманович. Поэтому к вам призыв такой, знаете, если кто не женат, выбирайте себе как следует жен. Кто не замужем, выбирайте себе как следует мужей. Потому что чтобы дети были достойные вот того уровня, на котором находился Абдулхак Абдрахманович. Он был на этом высоком уровне. Он был на высоком уровне, но многие из нас мы это до конца не понимали. Вот сейчас мы это понимаем. Это, к сожалению, происходит очень часто в истории. Поэтому вот для меня вечная память, пока я жив-здоров, я буду всегда его помнить, как одного из самых светлых, добрых, выдающихся, умнейших, скромнейших людей в моей жизни. Аминь. Расим Сулейманович говорил, какой вклад он в то время внес, когда создавалась татарская община, ее законность в виде автономии. Очень тяжелое время было, можно сказать, смутное время было, и были у татар даже распри по тому, кто будет председателем, где будет автономия. Но благодаря тому, что нашлись такие, как Ахтамзян, как Расим Сулейманович, другие, поддержали и создали действительно до сих пор работающий орган, который сегодня много сделал, и я уверен, будет делать для татарского народа, для общины, которая живет здесь, в Москве или в области. Но мне повезло, наверное, больше всего в том плане, что когда я издавал газету 16 лет «Татарские новости», один из первых в совет редакции газеты пришел сам, добровольно записался Абдулхак Абдрахманович. Незабываемые его научные труды, я бы сказал, высоконаучные труды относительно и в первую очередь восстановление исторической справедливости Джалили и его соратников. Мне повезло, что я спонсировал эту поездку
И оттуда он с Германии мне позвонил, когда получил на руки свидетельство о смерти Мусы Джалиля, и где сами немцы признались в том, что они его казнили. Это было величайшее и на сегодня, наверное, самое величайшее достижение признания того факта, что вот исторического факта как было. И я могу сказать, что, наверное, мы на сегодняшнего момента не имели вот этого подтверждения, если бы не уважаемый профессор Камзин. Мне повезло, я много ездил с ним в поездки по Конгрессу татар, и здесь по Москве, по общественным мероприятиям. Впоследствии уже, будучи депутатом Госдумы, я увидел его работу по приглашению директора МГИМО уже в самом университете. И я увидел, какой не только для общественности татарской он значимый человек, но и для науки России в целом. До последних дней он мне звонил по телефону, бывало 10-15 за день, настолько нужно было общение перед смертью. И я, честно говоря, Анмар Умарович, урын сізге. таких людей, которые, достигая высоких вершин в науке, в искусстве и на государственной службе, которые настолько были еще человечны и относились к своей нации, жертвовали времени, здоровья, до конца служили народу, я таких примеров не знаю. Поэтому вот он в моем сердце остался навсегда. И, несомненно, место ему в раю, а он же светлая память. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير